Сегодня уже четвертый день, как в Кыргызстане полным ходом идет процесс агитации политпартий. Несмотря на то, что большинство кандидатов уехали в регионе, в Бишкеке чаще на центральных улицах ярко и не менее громко висят на рекламных щитах агитационные плакаты с обещаниями. Вот один пример. Одна из политпартий обещает увеличить выплаты роженицам, выплату сүйүнчө до 50 тысяч сомов. Дежавю, не правда ли? Такое же обещание эта же партия давала и перед парламентскими выборами 2015. Кроме этого, большинство партий также обещают сократить штат государственного аппарата, увеличить бюджет местного самоуправления аж до 50%. Но это также депутаты успели наобещать перед выборами в Жогорку Кенеш 5 лет тому назад. По словам аналитиков, предвыборная гонка превратилась в шоу. Кандидаты в депутаты делают обещания, которые будут не в силах выполнить в случае победы. Причем будущие политики раскидываются громогласными заявлениями с серьезным выражением лица, пытаясь доказать, что смогут реализовать в реальности мифические и утопические программы своих партий. Однако здравомыслящий человек понимает, что эти обещания так и останутся на бумаге, так как денег партия на свои обещания из своего же кармана не даст. Поэтому с учетом того, что сегодня народ злой, агрессивен в какой-то мере из-за этой пандемии, из-за бездарной работы предыдущего созыва парламента, вот заметьте, уже все обещания даются вот в целом. Да? Вот одно из обещаний, которое я почитал, там, улучшить жизнь в регионах, там, значит, отменить институт представителей правительства, на 80% увеличить там, бюджеты регионов. То есть обещания настолько, скажем, нельзя потрогать руками, потому что, ну что значит, да, я пообещал повысить бюджет регионам, но социально-экономическая ситуация мне это не позволила. То есть они очень абстрактные. Поэтому я и говорю, в основном популизм и взятые, так сказать, с потолка цифры, данные и так далее. Конечно, ничего это выполнено, но я не знаю, как это можно выполнить. Кроме этого, еще одна партия обещает, что к 2025 году благодаря их команде Кыргызстан окажется в первой двадцатке в рейтинге Doing Business, который исследует страны мира по введению бизнеса. Или же еще одно из самых популярных обещаний партии – это доступное жилье для всех граждан. По мнению экономиста Нургуль Акимовой, чисто технически все эти обещания возможно реализовать. Но опять-таки вопрос в том, поддержит ли руководство сверху такие идеи. Почему до этого кардинальных изменений не было? Вот это тоже на самом деле стоит взять во внимание, но в целом чисто технически это возможно. Но сделают ли они, смогут ли они именно проявить упорство и проявить профессионализм, это другой вопрос. Вообще предвыборная гонка, она сама по себе предполагает популизм, потому что им надо заявить о неких обещаниях, но только время покажет, был ли это популизм или это были реальные обещания. Вот обратите внимание, партии, которые не первый раз участвуют в выборах, по ним уже можно сказать, кто чего достиг, кто обещал в начале и как получилось через 5 лет. То есть уже можно делать определенный факт-чек, да? Впрочем, времена меняются и люди. Кажется, сейчас общество стало трезво оценивать ситуацию в стране, и не каждый человек верит громогласным обещаниям и красивым словам кандидат. Более того, часть опрошенных нами граждан сообщили, что после 6-го созыва Жогорку Кенеша, после их бесконечных провалов с трибун, вера в народного избранника вовсе у кыргызстанцев погасла. Уже пайда болды. Аябай пайда болды. Өтөнчө муну парламенттик шайлоодо элдин ишеничине кат болбогон эми мен ачык эле как Шопуровский айтайын, ылдый болду совсем. Ылдый болуп калды. Анткени себеби простой сөздөрдү окуй албайт. Нет. Почему? Читаю прессу, в телефоне все читаю. Что-то ничего хорошего не написано про эти партии. А как-то у нас еще с советского времени доверие, понимаете, к телевизору, к радио. Нет, не верю. Во-первых, я не знаю же там никого. Но негатив только сплошной написан. Ел капада. Айтпай ушу, айткарган жокмун, уят болдум депчи. Эч күнөөсүн мойнуна албай атат. Жыл сайын эле баягы эле айтат. Мен ушуну кылам, мен жартам, жасайм, жер катам, пенсияны көтөрөм. Айлык баары жакшы болот дейт. Бул тилекке каршы байкуш эл
алданған ойдан келе жатыр. Отметим, что 5 партий из 15, которые принимают участие в выборах в парламент, это уже состоявшиеся партии. А именно это социал-демократы, Атамекен, Бербол, Кыргызстан и Республика имеют опыт работы в качестве депутатов Жогорку-Кенеша. А некоторые члены партии имеют многолетний опыт. И поэтому, по мнению экспертов, эти партии могли бы делать ставку на уже проделанную работу во время их созыва. Но, к сожалению, и этим политпартии похвастаться не могут. По данным исследования Международного республиканского института «Политмир», депутаты 6-го созыва давали более 500 предвыборных обещаний, выполнили только 30% из них, а остальное осталось на словах. Перед выборами давались пустые обещания, которые невозможно выполнить. Эксперты не сомневаются, что итоги работы 7-го созыва будут такими же. То конкретика может быть только одна, что вот благодаря работе членов вот этой партии, да, у нас действительно появился завод, предприятие, благодаря тому, что партия проработала 5 лет в парламенте, у нас повысился уровень безопасности людей, да. Мы видим, как бардак на дорогах был, он так и остается. Повесили эти там камеры наблюдения. 10 лет парламент сидел, получал хорошие зарплаты, хорошие деньги выделялось финансирование. Но у нас все эти 10 лет врач получал 7-8 тысяч сомов. Вот это решение вопросов. Если бы депутаты этих партий, которые сейчас идут, они бы в течение 10 лет решали эти проблемы, да, ну, вот это как раз итог работы. Какие бы ни были обещания со стороны партий, не стоит забывать, что перед выборами каждая из них готова людям достать чуть ли не луну с небес, лишь бы голос был дан в их пользу. И поэтому фраза «обещать не значит выполнить» крайне уместна во время агиткампании. Аида Матбекова, Гульчура Казымкулов, Нью ТВ.